13-й межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера», проходивший в столице Коми в начале ноября, собрал творческие коллективы, а также солистов, юных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Участниками «Сияния Севера» стали почти 600 детей и подростков из 27 городов севера России. Гостем конкурса стал коллектив детской школы искусств из Бурятии. Я пообщался с их руководителем. Надежда Сергеевна, очень рада, что приехали к нам в республику. Скажите, пожалуйста, как давно ваш коллектив существует? Уже 25 лет. Выступаете у себя на родине? Да. Мы как идем визитная карточка Северобайкальского района. Что ваш коллектив показывает обычно? Что это? Какие-то номера? Легенды. Вообще легенды у нас идут эвенкийские все. А какую-нибудь можете вкратце рассказать? Но даже сегодня вот будет две легенды будут показываться о сотворении мира и легенда Синильги. Вы, может, все читали, даже когда «Угрюм река». Знакомы, да. И вот второй эпизод будет Синильги. Вот даже первый эпизод будет Синильга у нас, а вторая будет «Сотворение мира». Какие у вас впечатления от нашей республики? Что-то похожее со своим краем нашли? Нет. Нет, мне кажется, вообще тут нет ничего похожего. Мы хотели, конечно, увидеть Коми, что какая тут вообще национальность, какие инструменты здесь есть. Думали что-то взять себе новое, но ничего не увидели пока еще. Успели, наверное, потому что фестиваль все отнимает. Да. А как вообще общее впечатление от людей в республике? Люди отзывчивые, вежливые. Очень хорошо здесь понравилось. Из Бурятии еще куда-то часто выезжаете? Да, вот «Сияние Севера», вот мы уже третий раз принимаем участие в этом фестивале, он через каждые 2 года проходит. Первый раз мы выезжали в Томск, потом 2 года назад в Мурманске были, сейчас вот к вам приехали. А куда-то еще за пределы региона выезжаете, помимо «Сияния Севера»? Да, в Москву выезжаем и так по местности у нас. То есть у вас получается коллектив высокого уровня, раз в Москву ездите, и визитная карточка. Да. Тяжело быть визитной карточкой региона? Да, поддерживать марку свою, которую планку поставили высшую, тяжело, конечно. А как помогает вам ваше руководство, допустим, региона? Да, постоянно помогают. У нас дали нам на проезд нашего Синильги. В Москву ездили в этом году же, в марте месяце. А там где выступали? Тоже какой-то фестиваль? Там было «Сокровище Севера» проходило, мы возили туда этномоду. А как вы считаете, почему важно, чтобы в регионах сохранялись какие-то национальные такие коллективы, национальное искусство какое-то? Мне кажется, это очень важно для каждого своего региона, чтобы сохранилась своя культура, чтобы могли показать, рассказать. У нас очень много детей посещают, что знают, кто такие венки, откуда они пришли, какие легенды, какая культура у них, какие обряды проводятся. Ну у вас такие национальные развиты, может быть, тоже какие-то школы искусств национальные, там какие-то танцы, может быть, свои песни. Это все, насколько это интересно подрастающему поколению у вас в регионе? У нас примерно в Нижнеангарске находится детский венкийский центр «Синильга», где у нас посещают 96 детей, и русские, и буряты, и венки, совместно все. Они знают о своей культуре. Мне кажется, хорошо, им нравится. Они с удовольствием ходят к нам. Все дружные, ребята? Да, дружные. Мы желаем, чтобы вы к нам приехали еще раз, и желаем, чтобы вы хорошо выступили на конкурсе. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое.